Чиновник прибегнул к услугам криминальных групп. В чем причина? Ну, очевидно, причина в том, что природа чиновничества, в том числе части московского чиновничества, криминально-бандитская. Мы знаем, что когда они громили Бирюлевскую базу, они прибегали к услугам неонацистов и буквально их нанимали для погрома, чтобы создать элемент якобы недовольства русского населения. Сейчас они тоже с целью, очевидно, захвата контроля над кладбищами, а кладбище, к сожалению, это такое место трагическое для каждого индивидуально, но мы понимаем, что это бизнес, который будет до страшного суда. Давайте абстрагируемся от понятия таджики, там, кавказцы и так далее. Стало быть, для усиления эксплуатации рабочего класса, а речь идет о сотнях людей и очень тяжелом физическом труде, чиновники прибегают к помощи криминальных элементов. Это ситуация, которая, можно сказать, была накануне Первой русской революции, когда для подавления волнений рабочих прибегали к казакам всяким и так далее, и каким-то еще штрейкбрехерам. Как вы считаете, приведет ли вот это событие в будущем к межэтническим конфликтам здесь, в Москве? Ну, эти межэтнические конфликты провоцирует сама власть, поддерживая полуфашистские организации типа казачьих, каких-то патриотических, натравливая людей на инакомыслящих, на правозащитников, на мигрантов. Фашизация жизни, причем криминальная фашизация жизни, создание боевых отрядов мордоворотов, которые служат криминально коррумпированной власти, чиновнической власти, это, к сожалению, реальность нашей страны. Я считаю, что речь должна идти не о межэтнических, а о классовых столкновениях. Я, честно говоря, отношусь к рабочим, которые встали на защиту своих прав на Хованском кладбище, и не как к таджикам, хотя это были таджики, безусловно. Я отношусь к ним как к рабочему классу, который встал на защиту своих прав и консолидировался для физической защиты своего честного труда и своих честных доходов. И поэтому я думаю, что, конечно, межэтническое – это худший был бы сценарий для властей. Но я вижу тут просто начало классового, открытых классовых боев, классовых столкновений. Немирюк является один из главных держателей всех вот этих вот событий в Москве. С Немирюком связывают беспредел против Бирюлевской базы, на самом деле, когда он организовал, или по его указке, пусть на меня в суд обращается, банды неонацистов, чтобы они спровоцировали эту ситуацию, и он мог отжать Бирюлевскую базу, одно из самых успешных предприятий не только Москвы, но и вообще европейской части, самой современной. Сегодня это наезды на кладбище, завтра это будет еще что-то. Завтра эти фашистские террористические банды будут по улицам требовать от нас просто, чтобы мы деньги им собирали, когда мы в магазины идем, понимаете? Потому что так надо московскому чиновничеству. Да, я считаю, что эта ситуация должна быть максимально открытой, и она должна быть разобрана детально, вплоть до имен. Куда бы эти имена ни шли, на какой бы верх. Я вижу в этом серьезную угрозу общественной безопасности. 12 человек задержали сейчас со стороны нападавших. Их отпустят? Ну, я думаю, может показательно кого-то там и накажут, чтобы, как говорится, как это уже бывало на разных рынках, вокруг ситуации разных рынков Москвы. Но в целом я не думаю, что это будет какое-то суровое наказание, потому что ворон ворону глаз не выклюет, знаете. Криминальный чиновник своих бандитов, опричников, как говорится, всегда берет под защиту. Не приведет ли именно это событие к еще большей мигрантофобии среди россиян? И что вы ожидаете в будущем? А вы знаете, парадоксальным образом даже русские националисты, я следил по сетям, встали на сторону таджикских рабочих против, как они это называют, кавказского беспредела. Здесь, как говорится, нашла коса на камень. Я еще раз не хочу вешать на кавказцев, потому что я опросил всех своих знакомых чеченцев, это я сообщаю просто таджикам. И могу сказать, что все серьезные чеченцы, связанные с Рамзаном Кадыровым, с Адамом Делимхановым, говорят, что мы к этой шпане не имеем никакого отношения. Но я думаю, это те люди, которые на Хованском кладбище, это прекрасно сами знают. Мигрантофобия. Ну, традиционно, знаете, наша власть, натравливая еще профашистские СМИ, как говорится, делает крайними таджиков. Мы в ситуации с Зариной Юнусовой поняли, что таджичка и ее ребенок не имеют никаких прав в России. И семья не имеет прав. Надо просто бороться. В борьбе обретешь ты право свое. Мы должны крепить интернациональную солидарность
людей труда. Каким образом они могут бороться за свои права? Если Они должны бороться за свои права, в частности, научившись апеллировать к российской общественности. В частности, не замыкаясь в своей узкой таджикской среде, а не боясь выходить на журналистов. Очень многие люди испытали симпатию к этим таджикским ребятам, которые защищали свой труд и свою честь и достоинство. Честно скажу. И власть, которая хотела натравить опять на таджиков, на самом деле получила обратную реакцию. Поэтому, честно скажу, мне странно, что в России, допустим, до сих пор нету, при наличии миллионов выходцев из Средней Азии, которые работают, нету центров юридической, социальной и информационной поддержки выходцев из Средней Азии. Я считаю, что мы должны создавать эти центры. Я буду это делать, вот, например, содействовать. История на Хаванском кладбище лишний раз меня подвигла к тому, что необходимо создавать подобные центры. Поэтому мы будем вместе с таджиками, с нашими братьями и узбеками, и киргизами, да и кавказцами, и русскими сопротивляться установлению криминально-фашистской бюрократической диктатуры. Это я скорблю вместе с вами, искренне говорю. Но я горжусь этими людьми, потому что они пали как герои, защищая не только права таджиков, это неправильное понимание, а защищая права и русских, которые угнетаются криминальным капитализмом. Это первое реальное столкновение рабочего класса с криминально-бюрократическим капитализмом. И я, как русский, испытываю солидарность с этими людьми и призываю других русских людей обратить внимание на то, что таджики встали на защиту своих рабочих прав. Не участвуйте в делах тьмы, не платите криминальному чиновничеству налог. Ваш труд должен быть защищен по закону, ваш труд должен быть защищен Российской Конституцией.